Ухтинцы помогают искать родственников жительницы Германии. В местный центр немецкой культуры пришло письмо от Мелиды Бобровой, урожденной Бургарт, которая потеряла связь с родными еще во время Великой Отечественной войны. Ее дядя с семьей оказался в Ухте. Это все, что она знает. Удалось ли что-то найти, расскажет Виктория Науменко. Еще в начале октября в Ухтинский центр немецкой культуры пришло письмо от Мелиды Бургарт с просьбой помочь найти родственника. Сообщение первым делом разместили в соцсети. Сработало. Звонки и сообщения стали поступать тут же и поступают до сих пор. Причем не только от ухтинцев. Звонки были из Екатеринбурга, из Новгорода, из Ухты, из нашего городского архива. Звонили младшее поколение, это поколение 70-х годов, кто учился с детьми, уже детей Иосифа. Как писала сама Мелида Бургарт, ее семью, переселенных еще в царское время в Одессу немцев, во время войны угнали в Германию. В 1945-м они вернулись в СССР, но уже не в Одесскую область. Их, цитата, репрессировали и развеяли во все концы Советского Союза. Большинство попали на север. Так бабушка и дедушка по отцовской линии Мелиды Бургарт оказались в Ухте с дочерью и сыном. Именно их сына, дядю Мелиды Иосифа, и его детей еще помнят ухтинцы. Как удалось выяснить, он трудился здесь в геолого-разведочной экспедиции номер 10. По отзывам, был очень мягким и добрым человеком. Сотрудники, которые с ним работали, они его в шутку называли Витаминыч. И работники тоже называли Витаминыч. Но случилось так, что жизнь Иосифа оборвалась трагически. В письме было указано, Мелида указала, что дядя убит, то есть источник неверный. По факту получилось из слов очевидцев. Иосиф ушел из жизни, будучи на отдыхе. Ему стало плохо от сердечного приступа, и он утонул. У Иосифа было 5 детей, но на сегодняшний день все они в 90-е уехали из Ухты на этническую родину. Оказалось, что родственники, которых Мелида Бургарт искала в нашем городе, живут сейчас с ней в одной стране. И сотрудники Центра немецкой культуры сообщили об этом автору. А в самое ближайшее время, конечно, поделятся всей обнаруженной информацией, которая все еще поступает. С такой масштабной и волнительной работой в Центре немецкой культуры сталкиваются впервые. А вот в дружественной организации Обществе ухтинских немцев «Фрайхайт» не раз помогали гражданам Германии находить информацию об ухтинской родне. Сейчас, конечно, я уже не помню фамилии. То есть приехали из Германии, естественно, место не могли найти, где похоронены бабушка там, или дедушка, что-то я не помню. Естественно, настолько сильная была, эмоциональная, она все подошла к этому нашему памятному знаку и просто плакала там. Ее успокаивали, она плакала. Почему? Потому что единственное место, где она могла найти, это условно, конечно, нет там могилы, это просто условно, где могут прийти все. Трудно же сейчас найти, где могилы в том плане. Ухтинское старое кладбище по улице Загородной условно называют немецким. Здесь похоронены немцы, депортированные в 1941 году из находившейся тогда в составе СССР Республики немцев Поволжья. Места захоронений четко не обозначены, но есть памятный знак. Этот памятный знак был установлен по инициативе представителей Ухтинского общества российских немцев «Фрайхайт» 28 августа 2011 года. Именно 28 августа 1941 был издан указ о переселении немцев в Поволжье. 10 лет стела напоминает ухтинцам об истории этого места и печальных событиях в истории страны. А еще является уникальным местом, где могут почтить память усопших все, в особенности немецкие гости города, ищущие депортированных родственников. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.